друзья, исполнилось 100 лет со дня, когда остановилось большое и доброе сердце Владимира Ильича Ленина. Наверное, не найдется уголка в нашей стране, да и по всему миру, в котором не проходят сегодня митинги, собрания, выложение цветов к памятникам Владимиру Ленину. Каждый из нас чтит память человека, который изменил мир, сделал его чище, добрее. И сегодня, собравшись комсомольцами, коммунистами, дети войны, российские ученые, общественностью города, говорим: Ленин для нас был и остается постоянным стратегическим ориентиром, стержнем нашей работы, идеологической, организационной и политической. В этот день в своем обращении Центральный комитет Коммунистической партии Российской Федерации к народу России в будущее с Лениным отмечает: раздвоенность власти становится крайне опасна. Опасность глобального конфликта с использованием ядерного оружия растет с каждым днем. Критика капитализма и надежда на успех в рамках этой системы невозможна. Ставит ключевой задачу курс на социализм. Изменить баланс сил в стране в пользу социализма и духовного возрождения. Наиважнейшим делом считает сплочение общества и мобилизация ресурсов и сил, средств для победы. Рост и укрепление партии. Активный прием в ряды КПРФ по ленинскому призыву. Повседневная пропагандная работа, разъяснение ленинского наследия и программы КПРФ. Проведение научно-практических конференций, круглых столов, встречи в залах, на улицах, продвижение партийных идей в социальных сетях и многое другое. Сегодня, товарищи, мы боремся за справедливую, сильную и социалистическую Родину. Дорогие друзья, разрешите открыть собрание, посвященное столетию Владимира Ильича Ленину, в дань его памяти. В день памяти Владимира Ильича Ленина звучит гимн Советского Союза. Yeah.
товарищи Центральный комитет Коммунистической партии и телеканал «Красная линия» предоставляет нам фильм «Великий государственник». История России знает немало имен созидателей, победителей и творцов. Руководители государства, полководцы и деятели культуры оставили яркий след в судьбе нашего Отечества. Они строили державу, защищали Россию от врагов, укрепляли ее экономическую и духовную мощь. Александр Невский и Дмитрий Донской, Иван Грозный и Петр I, Александр Суворов и Михаил Кутузов, Александр Пушкин и Лев Толстой были выдающимися личностями своего времени и навсегда остались в памяти благодарных потомков. Но и в этом славном ряду имя Ленина занимает особое место. Являясь символом выдающихся побед и героических свершений, он и сегодня зовет к борьбе за власть трудового народа. Убеждаемся в том, что если не будет сегодня учитываться в политике власти, которая сегодня у власти, программа Компартии, опыт советской власти, то страна не выйдет из сегодняшнего кризиса, из всех значит, неприятностей, которые сегодня присутствуют. Поэтому мы еще раз сегодня в этот день по всей нашей партии еще раз объединимся вокруг программы Компартии, которая предложена сегодня на выборах президента Российской Федерации, программа Победы, вокруг нашего кандидата Николая Михайловича Харитонова, и будем вокруг предложений по правительству народного доверия, и будем активно работать каждый день для того, чтобы донести эту программу. Она будет поддержана нашим населением, избирателями, в том числе и в нашей республике, обязательно. Сегодня, 21 января, День памяти, столетие со дня кончины величайшего революционера, мыслителя, гениального продолжателя дела Карла Маркса и Фридриха Энгельса, основателя Российской коммунистической партии, советского государства, вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ленина. Вся деятельность Ульянова Ленина была великим подвигом ради освобождения трудящихся от угнетения и насилия, ради преображения общества на началах справедливости и гуманизма, равенства и созидания. Когда в семье Ульяновых родился Владимир, Маркс и Энгельс были еще живы. Но манифест коммунистической партии уже был не только написан, но и широко использовался в рабочем движении. С юных лет Ленин формировался как убежденный сторонник марксистского учения о преобразовании мира. Он был искренним патриотом своей страны, в котором страстная революционность сочеталась с глубокой убежденностью. Семейное воспитание сыграло немалую роль в становлении Владимира Ильича как будущего вождя русского революционного движения. Владимир Ульянов питал царившее в их семье свободолюбие, жажду знаний и стремление к справедливости. Его отец Илья Николаевич, выходец из бедной астраханской семьи, по окончании Казанского университета преподавал в средних учебных заведениях, а затем был назначен инспектором и директором народных училищ Симбирской губернии. Много сил положившим для развития народного образования в крае. За 12 лет его руководства было открыто 150 новых школ. Его мать, Мария Александровна Бланк, получив домашнее образование, сдала экстерном экзамены за название учительницы начальных школ, но все ее время поглощалась забота о растущей семье. В семье Ульяновых было 6 детей, и все они, кроме умершей в 19 лет Ольги, станут революционерами. Владимир рано познакомился с трудами передовых русских писателей и критиков Чернышевского, Добролюбова, Герцена, Белинского. От старшего брата Александра он узнал о марксистской литературе. С ранней юности Владимир становится убежденным противником самодержавия. В 1887 году скоропостижно умер Илья Николаевич. И в этом же году за подготовку покушения на царя Александра III был арестован и казнен Александр Ульянов. Известны слова
Ленина на действия группы старшего брата. Не таким путем надо идти, мы пойдем другим путем. Ленин первым из российских марксистов поставил задачу создания партии рабочего класса в России и возглавил борьбу за ее осуществление. В 1895 году из марксистских кружков Петербурга под руководством Владимира Ульянова был создан первый в стране Союз борьбы за освобождение рабочего класса, как зачаток будущей революционной партии. Однако вскоре руководители Союза борьбы были арестованы, и Владимир по судебному решению был сослан на 3 года в село Шушинское Енисейской губернии, где вступил в брак с прибывшей к нему в ссылку Крупской. С 1893 года Владимир Ульянов публикует свои первые работы в печати. За 34 месяца пребывания в ссылке из-под пера Ульянова вышло свыше 30 работ, в том числе фундаментальный труд «Развитие капитализма в России». После окончания ссылки он выезжает за границу, где организует издание газеты «Искра», сыгравшей исключительную роль в идейной и организационной подготовке революционной пролетарской партии и размежевания с оппортунистами. Далее были долгие годы напряженной борьбы и колоссальной умственной работы. Эмиграция, революция 1905-1907 год, политическая реакция, новый подъем, Первая мировая война, февральская революция, вплоть до того дня, когда выстрел Авроры наконец не возвестил весь мир о начале новой эры в истории человечества. Далее будут первые декреты и мероприятия советской власти, гражданская война, иностранная военная интервенция, принятие второй программы партии «План Горло», введение НЭП и создание Союза СССР, и во всех этих эпохальных событиях присутствовал гений Ленина. Никогда еще после Марса история освободительного движения пролетариата не давала миру мыслителя, вождя рабочего класса, всех трудящихся такого гигантского масштаба, как Ленин. Гениальность ученого, политическая мудрость и прозорливость сочетались в нем с талантом величайшего организатора, с железной волей, мужеством и смелостью. Ленин безгранично верил в творческие силы народных масс, был тесно связан с ними, пользовался их беспредельным доверием, любовью и поддержкой. Ленин был не только выдающийся теоретик марксизма, продолжатель идей Маркса и Энгельса, но и непревзойденный практик, стратег и тактик Великой Октябрьской социалистической революции и становления нового государственного общественного строя в нашей стране. Советская власть доказала свой глубоко народный, исключительный созидательный характер. Именно поэтому за Лениным и большевиками пошли миллионы трудящихся. Именно поэтому за исторически короткий срок наша страна по своему развитию вышла на передовые рубежи в мире, одержала всемирную историческую победу в борьбе с фашизмом. Наша республика Якутия рождена октябрем. И у истоков ее создания становления стояли Ленин и Сталин. Автономные советские государства образования – это результат торжества ленинской национальной политики. Личная роль Ленина в установлении и упрочении советской власти в Якутии имели и имеет для трудящихся нашего северного края огромное принципиальное значение. В 1914-16 году в Якутию в ссылку прибыли большевики-ленинцы Ярославский, Орджоникидзе, Петровский, сыгравшие огромную роль в революционной борьбе народа в Якутии. Они помогли подготовить ряд крупнейших политических деятелей Новой Якутии, таких как Максим Амосов, Платон Аюнский, Исидор Барахов, Степан Рожаков, Степан Васильев и другие. От сильных большевиков, лично знавших Ленина, а позже через большевистскую печать, трудовой якутский народ узнавал правду о Ленине, проникался к нему все более глубокой любовью. В Якутии хорошо известен текст ответной приветственной телеграммы Ленина, направленной в адрес Президиума Второй беспартийной конференции бедноты в Чурапче в апреле 1921 года. В ней Максим Кирович Амосов отмечал: «Товарищ Ленин поручил мне передать вашей конференции свое приветствие. Товарищ Ленин выражает надежду, что раскрепощенное от царистского угнетения, освобождающиеся от кабалы тайонов, якутские трудящиеся массы пробудятся и с помощью русских рабочих и крестьян
выйдут на путь полного укрепления власти самих трудящихся. Телеграмма великого Ленина стала путеводной звездой на встречах, митингах и собраниях трудящихся. Еще при жизни Ленина и под его руководством на необъятных просторах Якутии начался коренной революционный переворот в промышленности, сельском хозяйстве и культуре. Сущность этого переворота состояла в том, что Якутия, будучи до 17 года отсталой, патриархально-феодальной окраиной царской России, находящейся под прессом двойного гнета с помощью советского государства, стала быстро превращаться в динамично развивающуюся индустриально-аграрную социалистическую республику с развитой крупной промышленностью, с крупным механизированным сельским хозяйством, с национальной по форме социалистической по содержанию культурой. Так о быстром развитии промышленности Якутской ССР свидетельствуют следующие факты. По сравнению с 2013 годом ее валовая продукция в 1940-м выросла в 14 раз, в 70-м году в 259 раз, в 90-м году в 709 раз. Первые якутские большевики видели и слушали живого Ленина. Амосов, Аюнский, Барахов, Ржаков, Васильев, Кугаевский, Новгородов, Габышев, Веленский. И они доносили его мысли и чувства до трудящейся Якутии. Они же одними из первых, Амосов, Аюнский, Бояров, Донской, будучи делегатами 11-го Всероссийского съезда Советов, услышали из уст Калинина скорбное сообщение о кончине Ленина. Аюнский написал стихотворение «На смерть вождя», в котором, не скрывая чувства великой скорби, выразил величайшую уверенность в победе идеи Ленина во всем мире. В дни всенародного траура якутский обком РКПБ обратился к трудящимся республики с призывом довести до конца начатое дело Лениным. Ленинско-сталинская национальная политика за короткий исторический срок создала в народном Якутии все условия для политического, экономического и культурного возрождения и развития. Эта политика выковала дружбу народов Советского Союза, источник силы и могущества советского государства. И благодарные потомки никогда не забудут имени создателя первого в мире государства рабочих и крестьян Владимира Ильича Ленина. В 80-е годы к власти в стране пришли предатели и ренегаты. По указке из-за рубежа было разрушено великое государство, Советский Союз, превращенный в сырьевой придаток капиталистического Запада. Были попытки уничтожить и саму коммунистическую партию, но она была возрождена подлинными коммунистами, и вот уже 30 лет ведет упорную борьбу за восстановление советской власти и обновленного Советского Союза. В современных условиях как никогда становятся все более актуальными и для людей всех поколений идейное наследие Ленина, Сталина. Опыт социалистического строительства в нашей стране. Теоретические работы вождя дают ключ к пониманию и решению многих острейших проблем современности. Они многое предвидели. К сожалению, предостережение Ленина, Сталина о реставрации капитализма, социалистического возможного перераспределения не учитывались. Так, например, предвидение Ленина об угрозе новой интервенции, международная буржуазия, его прямая речь, международная буржуазия, лишенная возможности вести открытую войну против Советской России, выжидает, подкарауливая момент, когда обстоятельства позволят ей возобновить эту войну. Тезисы доклада о тактике РКПБ в Третьем Конгрессе Коммунистического интернационала 13 июня 2021 года. Сталин о возможности реставрации капитализма. Вот о чем говорил великий Сталин. Глубоко, это 13 апреля 1928 года. Глупо было бы предположить, что международный капитал оставит нас в покое. Нет, товарищи, это неверно. Классы существуют, международный капитал существует, и он не может смотреть спокойно на развитие страны, которая строит социализм. Одно из двух. Либо мы будем вести и впредь революционную политику, сплачивая вокруг рабочего класса СССР, пролетариев, угнетенных всех стран, и тогда международный капитал нам будет всячески мешать в нашем продвижении вперед. Либо мы
откажемся от своей революционной политики, пойдем на ряд принципиальных уступок международным капиталам. И тогда международный капитал, пожалуй, не прочь будет помочь, в кавычках, нам в деле перерождения нашей социалистической страны в добрую, в кавычках, буржуазную республику. Но именно потому, что мы не можем пойти на подобные уступки, не отказавшись от самих себя. Именно поэтому мы должны быть готовы к тому, что международный капитал будет нам устраивать и впредь все и всякие пакости. Это в 28 году было сказано. Уважаемые товарищи, 2 декабря в режиме онлайн конференции состоялось Всероссийское партийное собрание. Мы боремся за справедливую, сильную социалистическую родину. В будущее с Лениным. 14 ноября в газете «Правда» опубликовано обращение Центрального комитета партии ко всем патриотам страны. В будущее с Лениным. Вышел в свет исторический документ СССР о себе. Здесь собрано все, начиная от первых декретов советской власти до великой ленинской сталинской модернизации, нашей победы в Великой Отечественной войне и в космосе, что демонстрирует выдающееся торжество ленинских идей. Зюганов подчеркнул, страна переживает сложное, противоречивое и ответственное время. Это время, когда русскому миру, англосаксами и натовцами объявлена война на уничтожение. Они собрали третью Антанту, почти 50 государств, и решили искоренить все, что связано с нашей великой историей и нашей державой. И далее. В связи с этим на данный момент имеется два выбора. Или социализация жизни на планете, или дальнейшая агрессия, диктат и фашизация, что неизбежно приведет к самому неубедительному, к самому сложному конфликту и уничтожению всего живого. Но мы все сделаем, чтобы на планете был мир и восторжествовали гениальные идеи и практика ленинско-сталинской модернизации, которую подтверждают и поддерживают наши друзья в Китае. Особое внимание Геннадий Андреевич напомнил о русском мире, что он собрал 190 народов и народностей, но не порушив ни одного языка, веры, культуры, традиций. И именно на него сегодня обрушились нацисты, бандеровцы, англосаксы и натовцы. Памятники самым выдающимся людям нашей державы сносят на родной Украине, против которой Россия не ведет войну, а ведет войну за спасение Украины, ее народа от этого нашествия разрушителей, которые пытаются ликвидировать украинское государство, разгоняя его население и бросая на фронт против своих же братьев и друзей. Компартия с первых дней после майдановских событий оказывает гуманитарную помощь Донбассу. В эти дни отправили 120-й гуманитарный конвой, и эта помощь будет продолжена, приближая нашу победу. Уважаемые товарищи, декабрьский 18-й съезд КПРФ, третий этап, рассмотрел вопросы, связанные с ситуацией в мире и в стране, когда наша страна ведет национально-освободительную борьбу с коллективным Западом во главе с США, неофашистами, бандеровцами. Также приняты решения по участию в выборах президента Российской Федерации, которые партия рассматривает как важнейший шанс на оздоровление и сплочение страны, укрепление ее суверенитета. Для успеха у левопатриотических сил есть все необходимое. Выверенная антикризисная программа, профессиональная команда честных и искренних патриотов, нужный опыт созидания и крепкая политическая воля. Съезд еще раз определил наши главные требования. Принципиальная смена социально-экономического курса, национализация стратегических важнейших отраслей, долгосрочное социально-экономическое планирование, решительный рост государственных инвестиций в высокие технологии, науку и образование, прекращение вывода капитала за рубеж, всесторонняя поддержка народных и коллективных предприятий, повышение качества жизни граждан страны, усиление поддержки молодых семей, пенсионеров, детей войны. Съезд выдвинул кандидатом от КПРФ Николая Михайловича Харитонова.
Как отметили делегаты, сегодня в государственной работе нужны опыт и мудрость, такт и умение сплачивать. У Николая Михайловича Харитонова есть редкие качества. Это человек дела и действия. 27 лет руководитель крупнейшего хозяйства Новосибирской области. Пройдены все ступени организаторской работы. Депутат Государственной Думы 8 созывов. Храбрый человек. Когда расстреливали парламент в 1993 году, он боролся до последнего в поддержке защитников Дома Советов. Николай Михайлович хорошо знает Север, Арктику, Якутию и постоянные проблемы, в том числе нашей республики, в поле его внимания. Он один из авторов закона о северном завозе, принятие которого улучшает продовольственную безопасность северян страны. Мы уверены, что Николай Михайлович Харитонов получит нашу поддержку избирателей, в том числе и в Якутии. Уважаемые товарищи, да, 100 лет назад ленинское сердце остановилось. Но главное было сделано. Мир изменился к лучшему и навсегда. Партия объявила ленинский призыв и зовет в ряды КПРФ всех, кто нацелен на борьбу за социализм. КПРФ открыта к тому, чтобы принять в свои ряды тех, для кого имя Ленина является символом гениальности и доблести. Мы зовем вместе продолжить его дело, осуществлять программу победы, идти к социализму, возрождать свою любимую страну. 100 лет назад Ленин ушел, как уходят все смертные. Но горячий пульс бессмертных ленинских идей уже бился в миллионах сердец по всему миру. В будущее с Лениным. Идеи Ленина бессмертны. Спасибо. Продолжаем наше собрание. Чтобы подняться к звездам, мало разорвать путы земного притяжения. Нужно было прежде сбросить оковы, в которых томились до октября. Труд, разум, душа человека. Недаром называли коммунаров людьми штурмующего неба. Штурм космоса начался не 12 апреля 1961 года. Все началось с выстрела «Авроры», со штурма Зимнего. Для всех, кто способен мыслить и чувствовать, Владимир Ленин – гигант мысли и дела. Молодежь и сегодня несет слово о нем в своих стихах. Павел Егоров со словом о Ленине в стихах собственного сочинения. Приветствую всех присутствующих. Я прочту стихотворение собственного сочинения, посвященное столетию памяти Владимира Ильича Ленина. Ленин жив. Ленин до сих пор живет в сердцах. Его имя для народа свято. С именем вождя мы на устах, от простых трудяг до депутата. Чтим его учение теперь, что и в новом веке актуально. Сколь могли бы мы избежать потерь, следуя ему принципиально. Лишь с годами это мир понял. Нет альтернативы ленинизму. Он для нас начало всех начал. Никакому с ним капитализму не сравнится. С голодом людей, кризисами, войнами без счета. Нету выше ленинских идей, отразивших чаяния народа, что во всех концах планеты чтят. Коммунисты в авангарде снова, с прищуром знакомый с детства взгляд, вкупе с силой ленинского слова, вдохновляет нас на бой и труд. Ленин даже в камне жив и ныне, раз его идеи в нас живут. Мы добьемся своей цели с ними. Спасибо. Свои силы к делу осуществления социальной справедливости. Слово для выступления предоставляется доктору философских наук, профессору Филиппову Лазарю Степановичу.
Уважаемые товарищи, сегодня день памяти Владимира Ильича Ленина, одной из величайших личностей 20 века. Хотелось бы подчеркнуть о некоторых его заслугах в превращении учения Карла Маркса, Фридриха Энгельса в реальность впервые сначала царской России, а затем Советском Союзе. Во-первых, Владимир Ульянов еще совсем молодым человеком в 1900 году перед собой поставил цель осуществить учение Маркса и Энгельса в реальность путем насильственного неспровержения рабочим классом царской власти, а затем буржуазии, завоевать политическую власть России, установить диктатуру пролетариата. Для этого Владимир Ульянов сначала в условиях тюрьмы и ссылки самостоятельно изучил марксистское учение, а затем в политических кружках начал просвещать ядро рабочего класса России, рабочих заводов и фабрик. И путем объединения этих кружков организовал рабочую организацию, прототип будущей рабочей партии. Владимир Ильич Ленин затем выехал за границу и там организовал издание рабочей газеты «Искра» под девизом «Из искры возгорится пламя» и подпольно распространял среди рабочих административных промышленных центров России. Так начинался пробуждение в цивильно-исторической миссии пролетариата самой эксплуатируемой части населения России. Первая попытка создания политической рабочей партии была предпринята в 1898 году в городе Минска, где съехалось 9 депутатов от 6 организаций. А там партия не была организована, поскольку не было принято устава и программы партии. Поэтому днем рождения российской социал-демократической рабочей партии считается 1903 год, второй съезд РСДРП. И на этом съезде партия сразу раскололась на два течения. Первое – это большевистское во главе Владимиром Лениным и меньшевиков во главе Мартовым. Владимир Ленин и большевикам еще потребовалось 14 лет для того, чтобы организовать из полуграмотных рабочих организованные, глубоко конспирированные, железной дисциплины отряды рабочих революционных сил. Владимир Ленин 1894 по 1923 год перерабатывал марксистское учение в русифицированный марксизм в условиях России, который впоследствии получил название ленинизм. Владимир Ленин создал стройное учение по теории классовой борьбы пролетарской революции в России, состоящей из двух частей. Это буржуазно-демократическая, а затем пролетарская революция. В 1912 году под Парижем в городе Лоджимо организовал школу партийных работников, где он прочитал 29 лекций. Это была подготовка будущих руководителей пролетарской революции в России, пролетарской революции в России. После Великой Октябрьской пролетарской революции Ленин с 1914 по 1923 год разрабатывал элементы для составления научного плана строительства перехода периода от капитализма в России. Это в 1914 году он написал работу о праве нации на самоопределение. В 1920 году на 8-м Всероссийском съезде Советов выдвинули идею индустриализации всей страны. В 1921 году разработал новую экономическую политику, в составе которого разработал проблемы культурной революции. И в 1923 году, будучи тяжело больным, продиктовал последнюю свою работу о кооперации. После смерти Владимира Ленина его соратник, последователь Иосиф Сталин из этих ленинских элементов сконструировал, сформулировал, осуществил ленинский научный план строительства перехода периода от капитализма к коммунизму в Советском Союзе. В результате ее реализации рабочий класс Советского Союза из аграрной отсталой страны России с безграмотным населением в конце концов была создана
высокоиндустриальная вторая сверхдержава мира. Так была впервые реализована марксистское учение, переработанное Владимиром Лениным в усиленном марксизме в условиях России, а затем Советского Союза. В настоящее время это учение реализуется в Китае, Северной Корее, Вьетнаме и Кубе. Так что искра, зажженный Владимиром Лениным, в России возгорается всемирное пламя коммунизма, разработанный великим Марксом Энгельсом, Карлом Марксом, Фридрихом Энгельсом, гением человечества. Согласно их учению, человечество после своего империалистической стадии развития постепенно перейдет в коммунистическое будущее. Это закон развития человечества, который не зависит от классов, от политических партий, от стран и всего человечества. Я думаю, вероятно, так и получится. Идея великого Ленина и Маркса Энгельса будет осуществлена в всемирном масштабе. Спасибо за внимание. Слово для выступления предоставляется секретарю Якутского райискома КПРФ Романову Иннокентию Ивановичу. Дорогие товарищи, сегодня мы собрались по случаю столетия со дня кончины величайшего человека Владимира Ильича Ленина, о котором действительно вот мы посмотрели очень хороший фильм и прослушали первые два выступления. Я должен сказать, что когда скончался Владимир Ильич Ленин, действительно общегосударственная скорбь наступила, скорбь всего народа, и действительно было обращение ЦК, очень хорошо написанное, в котором действительно было сказано, все, что лучшее было в рабочем классе, оно воплотилось во Владимире Ильиче Ленине. Ну, я могу еще добавить, что в свое время, когда скончался Карл Маркс, кстати, он скончался, и его хоронила очень небольшая группа людей, это величайшего человека. Тем не менее, на его могиле Фридрих Энгельс сказал, что его дело и его имя и дело переживут века. То же самое можно сказать и о Владимире Ильиче Ленине. Сегодня уже прозвучало в докладе, что он действительно явился гениальным продолжателем дела основоположников научного коммунизма. Ленин действительно уникальная фигура, уникальный человек, который выступил не только теоретиком, продолжателем марксизма, но и как величайший практик. Действительно, тут и Лазарь Степанович сказал и так далее, он с молодых лет уже, изучив труды Маркса и Энгельса, действительно поставил задачу о том, чтобы в России достигнуть победы этого учения в практической плоскости. Конечно, вы знаете, это, кстати, его идеи о том, что Маркс и Энгельс говорили как? Они говорили, что победа социалистической, коммунистической революции возможна в развитых странах Европы и Америки, Причем это произойдет одновременно, скажем, в Англии, во Франции, в Соединенных Штатах и так далее. То Владимир Ильич Ленин, развивая идеи Маркса и Энгельса, он пришел к выводу уже на этапе империализма, эпохи империализма, о том, что возможна победа в одной отдельно взятой стране. И вы знаете, Маркс и Энгельс уже как-то пророчески предвидели, что Россия явится когда-то, родиной величайшей революции. Потому что в России накапливалось очень много 5 видов разных противоречий. И Владимир Ильич, он сделал вывод о том, что действительно победа в одной отдельно взятой стране, причем не в самой сильной стране, а в самом слабом звене капитализма. Это вообще уникальный вывод был. И этим звеном оказалась Россия. И в этой, как говорится, довольно отсталой стране, у нас была она наполовину капиталистическая, наполовину феодальная еще, а окраины вообще, как Якутия, находились на стадии патриархально-феодального строя. И брать смелость на себя, как говорится, провести революцию и начать строить новое общество в такой стране, это, конечно, мог только Владимир Ильич Ленин, потому что, вы знаете, фильм показал,
сколько раз даже его очень именитые помощники, сторонники, значит, его соратники не понимали Владимира Ильича Ленина, выступали против него, а он добивался своего. И, как выяснялось, он оказывался прав. То есть он видел дальше, он видел глубже, он понимал историю лучше. Я должен сказать, что вот ленинский этап в развитии марксистско-ленинской теории, и особенно ленинский этап это в победе в Великой Октябрьской революции и создании нового государства, нового типа, государства рабочих крестьян, это, как говорится, это действительно уникальный случай в истории человечества, и Владимир Ильич Ленин является первым не только теоретиком, но и практиком вот этой самой победы. И мы за это, конечно, нет, не только мы, все человечество за это ценит вот этот ленинский этап, его заслуги теоретические и практические, и берет как образец для подражания. Тот же Китай, социалистический Китай, ведь он победил в 1949 году, революция победила, и Мао Цзэдун, другие, они все равнялись, ну не только Китай, другие страны, все равнялись на Советский Союз. Они брали его за образец для подражания. Ну и, наконец, я должен сказать о заветах Владимира Ильича Ленина. Владимир Ильич Ленин, во-первых, конечно, он очень глубоко, понимая марксизм, он, конечно, вот вы знаете, одна из первых задач, которую он ставил перед собой, это создание действительно революционной партии революционного типа, нового типа. Это идея Маркса и Энгельса. Он ее воплотил в жизнь. И это вот, и он затем, я так думаю, у Владимира Ильича есть о том, что нашу партию надо хранить как зеницу ока. То есть партия – это авангард рабочего класса. Рабочий класс – это могильщик капитализма. Если партии не будет, ну, рабочий класс будет всегда, а вот если партия, как говорится, потеряет свои устои, как говорится, и так далее, как это вот отчасти у нас, вы знаете, произошло в 1991 году, то это, ну, тут не совсем даже партия, у нас руководство такое, как мне оказалось, гнилое и предательское. Вот партия – это одна из, сохранение партии, развитие ее – это одна из заветов Владимира Ильича Ленина. Но второе, я думаю, он завещал сохранять вот то созданное молодое государство, о котором потом Сталин тоже говорил, помните, в начале войны Великой Отечественной, что мы потеряли то государство, которое оставил нам Ленин. Ну, вернее, потеряли значительную часть там, в начале 1941 года. То есть вот это вот сохранение Советского Союза и развитие социалистических идей, ну, вообще развитие, как Ленин же говорил о нашей Советской России, как о маяке для всего человечества. Но, к сожалению, вы знаете, в 1991 году мы это государство потеряли. Если Сталин говорил о части потери в 1941 году, то в 90-м году, в 91-м, мы потеряли государство, ну, полностью, не полностью, но мы, как говорится, да, оказались у разделенного союза. Ну и, наконец, задачи, какие, я думаю, Владимир Ильич Ленин ставил перед коммунистами, ну, в частности, перед коммунистами Якутии. Ну, коммунисты, во-первых, он говорил так, что теория, и об этом потом Сталин добавлял, действительно, Иосиф Виссарионович, что без теории нам смерть, действительно, без развития марксистско-ленинской теории мы будем топтаться на месте, мы будем слепыми. Ну, у нас во главе нашей партии стоит Геннадий Андреевич Зюганов, он теоретик, он действительно развивает марксистско-ленинскую теорию на стадии глобализма. Вот новый этап наступил. И труды Зюганова тоже надо изучать, как и труды Ленина, Маркса и Энгельса, потому что это новое все-таки слово в теории марксизма-ленинизма. Ну и второе, конечно, это практика, значит, задача, что, значит, Ленин говорил о том, что, он, конечно, вот, развивая идеи Маркса и Энгельса, он говорил, что новый строй, да, вот новое государство, и будут государства создаваться, ведь был создан Коминтерн, они все равно одержат победу, и как бы не поворачивалась история, а они предупреждали, действительно,
Вот, история, вообще вот историк, вы знаете, и буржуазная революция тоже. Вот буржуазия тоже, она то выходила вперед, то феодалы их загоняли обратно, то они опять, значит, тут это, как говорится, всегда зигзагообратно идет история. Поэтому, значит, задача стоит о том, чтобы продолжать организацию, сплочение коммунистических и всех сознательных сил в нашей республике, в стране, в мире, и продолжать борьбу за, ну вот временное поражение все-таки, мы считаем. Я думаю, мы все равно вернем власть народу, потому что сейчас власть все-таки в руках олигархов, чтобы не говорили. И для того, чтобы вернуть, нужна крепкая, сплоченная партийная организация, нужны подготовленные теоретические и практические кадры. Ну и, конечно, вы знаете, вот Ленин говорил, вы помните, вот у него, да, в вопросе о кадрах, вот по фильму видно, что он отдавал предпочтение специалистам перед идейными теоретиками, да, ну, скажем так, перед теоретиками. Он практиков ценил больше, чем теоретиков. Ну, в том плане, когда идет строительство нового общества. Теоретически можно рассуждать сколько угодно, но если ты практически не способен строить новое общество, ты его не построишь. И для этого надо было создавать материально-техническую базу, для этого надо было изменять, значит, капиталистические отношения на коммунистические и строить нового человека. А вот в вопросе о новом человеке Ленин обращал внимание на молодежь. И вот он, выступая, вы помните, на третьем съезде, он говорил о том, что да, ну, что надо учиться, учиться и учиться, причем учиться коммунизму, не просто учиться, а учиться коммунизму, то есть и коммунистической теории, и вообще вот всем законам, по которым идет человечество. И вот воспитание нового человека – это борьба за молодежь. Мы с помощью нашей пионерии и комсомола, я думаю, будем над этим тоже работать. Значит, память Ленина останется на века, это бесспорно. И Владимир Ильич Ленин остается действительно крупнейшим теоретиком и практиком марксистско-ленинского учения и дела. Вечная память и слава Владимиру Ильичу Ленину. Представляется второму секретарю Якутского райкома ВКСМ РФ комсомола Якутия Сергею Харлампьеву. Добрый день, дорогие товарищи. Продолжая доклад Иннокентия Ивановича, хочу остановиться на 6-м Всероссийском съезде РКСМ, который в своем манифесте отметил, что съезд принял решение о переименовании Союза не только для того, чтобы почтить светлую память великого Ленина и не из желания носить лучшее из всех имен, а для того, чтобы вся трудящаяся молодежь всех народов, населявших СССР, вместе со своим передовым отрядом Коммунистическим союзом молодежи прониклись единой волей и твердой решимостью научиться по-ленински жить, работать и бороться, осуществлять оставленное нам Лениным. Задор, оптимизм и энтузиазм молодых людей, приходивших в комсомол, был залогом активной созидательной деятельности. Борьба за новый мир в годы гражданской войны, великие стройки первых пятилеток, обновление деревень, осуществление культурной революции, героизм на фронтах Великой Отечественной войны, освоение целинных земель и прорыв в космос. Комсомол воспитывал в молодежи коллективизм, товарищество и бескорыстие, любовь к труду и уважение к старшим, готовность служить социалистической родине и отстаивать интернациональные позиции. Комсомольцы всегда были на самых трудных, ответственных и участках и направлениях, закаляя характер, учились преодолевать трудности и во что бы то ни стало добиваться поставленных перед собой целей. Сегодня ленинский комсомол объединяет под свои знамена тысячи ребят, которые встают, чтобы бороться за лучшую жизнь. Комсомол остается верен коммунистической идеологии, следуя традициям и заветам Владимира Ильича. Уверенно смотрит в будущее вместе с Коммунистической партией Российской Федерации. В копилке организация сохранения закрывающихся учебных заведений, отмена повышения платы за общежитие и проезд, борьба против сокращения социальных гарантий молодежи. Также одним из направлений работы комсомола является борьба против
всяческих проявлений антикоммунизма и антисоветизма, фальсификации истории, за сохранение советского наследия. Ленинским комсомолом успешно реализуется ряд проектов, в их числе «Знамя нашей победы», «Земля талантов и наследие победителей». Немаловажным направлением работы является международная деятельность. На современном этапе комсомолу удалось восстановить связь с комсомольскими организациями прогрессивной молодежи разных стран. ЛКСМ РФ исходит из того, что в стране сегодня нет иной силы, способной решить проблемы как общества в целом, так и молодежи в частности, кроме Коммунистической партии Российской Федерации. Комсомол всецело поддерживает борьбу КПРФ против нынешнего политического режима за полную смену социально-экономического курса. Комсомол вместе с Компартией ведет борьбу за мир, права молодежи, независимость народов, интернациональное сплочение прогрессивной молодежи против империализма, колониализма, фашизма и расизма. Россия, молодость, социализм. В будущее вместе с Лениным, дорогие друзья. Дорогие участники собрания, вдохновляясь делами Ленина, песни поэта с его именем облетели мир. Их пели на всех языках, их поют и сегодня. Ленин всегда с тобой, поет заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, кавалер знака почета, почетный гражданин Медино-Кангаласского улуса Дмитрий Дмитриевич Тихонов. Советский. Родился в 1941 году. Кровью сиротой я рос в Советском Союзе. Получил образование. Я никогда не изменял Советскому Союзу, родной коммунистической партии. Я вот в эти годы делаю программу «Регион Союза». По этой программе я буду выступать концертом 29 марта в театре ТЮЗ. Из этой программы вот сейчас споем 2-3 песни, если дадут. Ну, первая песня, значит, по Ленине. День за днем идут года, зори новых поколений, а никто и никогда не забудет имя Ленин. Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой, горе надежде и радости. Ленин в твоей весне, каждом счастливом мне, Ленин тебе и во мне. Давай, все. Давний час суровой мгле, на заре советской власти, он сказал, что на земле мы построим людям счастье. Ленин всегда живой, Ленин всегда с тобой, горе надежде и радости. Ленин в твоей весне, каждом счастливом мне, Ленин тебе и во мне. Мы за Парсией идем, славя Родину делами, и на всем пути большом, в каждом деле Ленин с нами. Ленин всегда
всегда с тобой. Горе, надежде и радости. Ленин твоей весне, каждом счастливом мне. Ленин тебе и во мне. Уважаемые друзья, коллеги, то, что мы учились в советской школе, это отложило очень хорошую основу для того, чтобы мы до сих пор в свои 70 с лишним лет были заряжены положительными эмоциями на всю нашу жизнь. Октябрятские годы, пионерские годы, комсомольские, все это отложилось у нас. И мы даже вот сейчас вот, и двигаемся хорошо, и хотим, чтобы наша жизнь была намного лучше. Потому что не мы виноваты, что нами так сейчас управляют. Это просто люди, которые забыли, что партия – это ум, честь и совесть нашей эпохи. А то, что они все это дело забыли, но это их личное дело. А у нас заряд энергии есть, и поэтому для вас да? Время разрешили зигу кидать. эта песня. Я люблю тебя, жизнь, что само по себе и не ново. Я люблю тебя, жизнь, и я люблю тебя снова и снова. Вот уж окна зажглись, я шагаю с работы устала, и я люблю тебя, жизнь, и хочу, чтобы лучше ты стала. Ширь земли, равнина морская, неизвестно давно, бескорыстная дружба мужская, в залоне каждого дня. Как я счастлив, что нет мне покоя, есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое. Годы летят, мы грустим седину, замечая. Ведь помнишь, солдат, что погибли тебя защищая. Звоника Сколько демократов должны приходить на этот праздник? как я счастлив, что нет мне покоя, есть любовь у меня. Жизнь, ты знаешь, что это такое. Коммунистом стать можно лишь тогда, когда обогатишь всю память знанием всех богатств, которые выработало человечество. Эти слова были сказаны Владимиром Ильичем Лениным в адрес всех поколений борцов, строителей коммунизма, товарищи. Виктор Николаевич Губарев. Дорогие друзья, лозунг нашего сегодня разговора – будущее с Лениным. Но официальный повод – 100 лет прошло после того, как остановилось сердце Ленина. 100 лет, век прошел. Но сегодня память, она живет у нас каждый день. Она с нами всегда присутствует. И не только у коммунистов, у большинства нашего населения. И не только те, которые строили после революции нашу страну социально-экономическую. Но и сегодня много молодежи. Многих молодежь сегодня беспокоит сегодняшнее состояние дел. Почему такое расслоение? Почему нельзя реализовать свои возможности? Некоторые политики говорят о том, что равенства не может быть. Равноправие, да, у всех должны быть равные права.
Но это уловка. Должно быть равенство. Равенство использовать все возможности государства. Именно государства. И вы сегодня, мы должны себя поблагодарить. Вот кто здесь присутствует? У нас сегодня трансляция была, да? А? Надо спросить, мы сегодня делали ссылку для наших партийных организаций, они тоже присутствовали в нашем сегодняшнем разговоре. Но 30 лет, советская власть была 70 лет. За 70 лет построили такое великое государство. 70 лет только. Из них в мирной жизни были немногим больше 20. Гражданская война, восстановление после гражданской войны, подготовка к Великой Отечественной войне, восстановление разрушенного хозяйства. И потом все эти холодные войны и так далее, гибридные войны и так далее. И за это время построили такое государство. И мы 30 лет, вот здесь присутствуют коммунисты, было 55, в 90-м году было 55 тысяч коммунистов в республике Саха-Якутия. Сегодня 1800. Сторонников очень много. И мы, не то что сторонников, но, конечно, те, которые не просто жалеют то, что произошло, а сегодня стремятся к тому, чтобы вернуть завоевание в самом лучшем смысле, завоевание советской власти. Поэтому мы отстояли партию вместе с руководством партии, с Геннадием Андреевичем Зюгановым. Отстояли, она сохранилась, и сегодня политическая сила самая важная в стране. С будущей партией разделяет наше большинство населения. Мы понимаем, выборы 14 марта состоятся, 3 дня будет голосование. Ну, сегодня так обстановка, что, конечно, поддерживает курс сегодня, поддерживает Путина Владимир Владимирович как президента, как кандидата в президенты, конечно, большая поддержка в стране. С учетом того, что он командующий, того, что сегодня нужно объединиться в борьбе с этим коллективным Западом. 50 стран сегодня, вот такая антанта опять вознамерилась поставить на колени России. Ничего не получится, победа будет за нами. Но в то же время мы не так все однозначно. Сегодня программу Компартии на выборах и Харитонова будут голосовать достаточное количество населения. Потому что 2 задачи нужно решить. Программа Компартии, программа Победы. Сегодня она нужна и должна быть востребована правительством, президентом, который будет избран. Востребована. Нет другого пути. Если дольше будет продолжаться то, что привело вот к этим, значит, событиям, сегодня, которые ведутся, и на фронтах специальной военной операции, и, значит, нерешение проблем наших социально-экономических, то только наша программа дает возможность встать и решить их проблемы, встать на путь социализма. Другого не дано, ни капитализма. И следующая задача, я думаю, что есть все основания, народ поддержит своим голосованием создание правительства народного доверия. Должны войти не только представители и не столько Единой России, сколько сегодня те, кто и профессионально, и опытом, и своим патриотизмом достойно участвовать в правительстве народного доверия. Так и будет. Поэтому мы сегодня уже имеем все возможности, и агитационный материал в поддержку Николая Михайловича Харитонова. Сейчас будет отпечатана и газета, и буклеты. Каждый из нас, каждая первичная партийная организация должна включиться в эту борьбу. Ну, заканчивая наш сегодняшний разговор, мы говорим, а борьба продолжается. Ленин с нами. Ленин, его гениальность, его сегодня опыт работы и опыт нашей советской власти для нас сегодня является основной задачей. Другого не дано. Мы еще раз говорим о том, победа будет за нами, будущее за социализм и народовластие.